здание, где висит наш флаг. Прям как дома. Сидим в гостях дорогого посла. Я, наверное, как псих-одиночка катаюсь один здесь. Кепку не тащил. Такой ветерец, обалдеть. Доброе утро. Сейчас 9 утра. Мы до сих пор в Вене. Сегодня у нас очень насыщенный день. И начнем мы наш сегодняшний день с посещения кыргызского посольства в Австрии. Господин посол уже нас ждет. Поехали. Привет всем! Мы проехали всего 15 минут и уже были недалеко от нашего посольства. В общем, как вы видите, мы заходим в здание, где висит наш флаг. Это посольство. Доброе утро. Прям как дома. Ну что, друзья, вот такой вот в приятной обстановке мы сидим в гостях у нашего дорогого посла Джусупова Бакыта Алиевича. Вообще расскажите, пожалуйста, в чем вообще миссия посольства для простых людей? Вот. Во-первых, добро пожаловать в Вену. Спасибо, Мы спасибо очень большое. рады видеть вас здесь, на нашей земле. Ваша передача на самом деле такая очень, одна из популярных, наверное, я бы сказал. Мы, например, со своей семьей в YouTube наблюдаем за вами, за вашими поездками. Очень интересно, познавательно. Что касательно вашего вопроса, да, наше посольство занимается многосторонней и двухсторонней дипломатией. Это тоже такое одно из уникальных точек. Почему двухстороннее? Это Австрия и сопредельные некоторые страны. А многостороннее – это ОБСЕ, это ООН, это те организации, которые здесь в Вене. То есть в этом плане является очень важной точкой. Австрия – это центр Европы, а те организации, которые здесь, это прежде всего ОБСЕ, это вопросы демократизации, это вопросы прав человека, это те вопросы, которые для нашей страны очень важны. Это тот путь, который мы выбрали в этом плане членства в ОБСЕ, и те вопросы, которые происходят в рамках ОБСЕ, они очень важны. И в этом направлении, я думаю, мы задача для нас очень большая. Конечно же, есть экономическая дипломатия. Это одно из очень важных направлений привлечения инвестиций, так как у Европейского Союза это своя повестка, географически мы не являемся соседями. И в этом направлении для нас основной задачей все равно остается привлечение инвестиций, привлечение каких-то кредитных средств, привлечение того опыта, который вот есть здесь в Европе, в самом центре Европы. В этом плане я бы сказал отметил бы несколько направлений. Это туризм, вы, наверное, заметили такие красоты, горы, тоже те, которые есть в Австрии. Очень прям просто можно взять и применить этот опыт, который здесь есть в Кыргызстане, например. Это и сельское хозяйство, это и те проекты, которые у нас очень сильно продвигаются в последние годы. Программа цифровой трансформации. Австрия в этом направлении очень сильно продвинутая страна, поэтому мы хотим перенять их опыт, поэтому мы работаем в этом направлении. То есть вопросы привлечения инвестиций, вопросы привлечения передового опыта, то, что здесь есть, это для нас является очень важным. Очень важная и составляющая часть работы посольства – это работа с гражданами. У нас на учете здесь в посольстве на данный момент состоит 272 гражданина. Естественно, основная часть – это студенты, это приезжают. Кстати говоря, очень большой наплыв, очень большой интерес со стороны студентов наблюдается вот за последний год-два. Очень много подают заявок сюда. Развивающимся странам они предоставляют очень большие скидки для учебы. Здесь, в Австрии, к примеру, учеба стоит от 500 до 800 евро в год. Это для наших стран. Для Серьезно? Да. Ой, Но здесь есть такое «но», и для кого-то очень большое. Проживание здесь дорогое.
Они предоставляют скидки на учебу, но проживание, соответственно, где-то обходится порядка 500 евро в месяц. Это с учетом проживания в общежитии в одноместном номере. Ну и в итоге все равно получается это 6-7 тысяч евро учиться в Австрии, в передовых университетах в Европе, вообще в Центральной Европе, это, по-моему, здорово. Другая часть наших соотечественников – это те, которые работают в международных организациях. Их немного, но мы, конечно, очень рады, и мы над этим тоже работаем, чтобы увеличить их количество. К примеру, в институтах ООН здесь в Вене работает порядка 6-7 человек. В ОБСЕ несколько наших соотечественников есть. Мы ими на самом деле гордимся, они очень большую работу делают. Вообще сам процесс отбора в международной организации очень тяжелый. И тот факт, что они прошли это вообще супер. За 26-27 лет независимости мы, наверное, научились уже и на английском говорить, и у нас очень большой интеллектуальный ресурс есть, поэтому наши граждане все больше и больше становятся востребованы в международных организациях. То есть мы уже созрели к тому, чтобы работать и представлять страну в международных организациях и работать в самой международной организации уже на таком хорошем, достойном уровне. То есть работы очень много. Посольство на самом деле небольшое, у нас 5 дипломатов, но в этих условиях я бы не сказал, что тяжело, но наоборот очень интересно работать. Человеку дают карточку, и все данные в этой карточке. То есть нет необходимости носить книжки и так далее, и так далее. Очередя в больницах, все это по этой карточке. И что интересно, это и страховая карта, и получается, ты по этой карте получаешь бесплатные услуги, очень много услуг бесплатно. То есть Австрия все равно остается социальной страной. Это очереди в школы, это очереди в детские сады. Все очень просто, решается одним звонком, ты назначаешь время, ты идешь в назначенное время, отдаешь все свои документы, и все, твой ребенок принят в школу. И все, от первого класса до университета полностью вся история у него остается на одной карточке. Куда поступил, какие уколы, прививки получал, все это. То есть все это нужно, всему этому нужно учиться. И в этом направлении, я думаю, мы с Австрией будем работать. Джаном, а что у нас на ужин? Алия. Полезные макароны. Вообще, да, безусловно, у Европы, тем более Австрия – это центр Европы, да, мы, возможно, да, Кыргызстан на очень-очень много лет мы, скажем так, немножко вот, не хочу говорить слово позади, но тем не менее нам еще много чего хочется учиться и будем учиться тем не менее, да, то есть проходить свой этап эволюции. Вот, насколько я знаю, ваша семья тоже здесь. Вообще, как ваши дети воспринимают? Они уже привыкли или вот все-таки хотят домой возвратиться? Или все-таки они понимают, с пониманием к работе папы относятся? Да, у меня 3 детей, 2 дочки, сын 14, 10 и 6 лет. Старшие дочки обучаются в российской школе, младшие ходят в немецкий садик. Он уже, получается, в этом году закончил садик и пойдет тоже в местную австрийскую школу. Что интересно, дети быстро схватывают язык, он за год уже вовсю на немецком разговаривает. Им нравится здесь жить. Им нравятся те условия, которые предоставляет здесь государство. Им нравится та система, которая здесь существует. Они уже вот в своем возрасте они приносят параллели то, что у нас, и то, что в Австрии. Но тем не менее, вот, например, старшая дочка, если брать, я ей говорю, Бема, может, ты останешься здесь потом учиться, продолжать учебу? Они все равно, сердце остается патриотом. Нет, папа говорит, мне здесь, безусловно, интересно, здесь все супер, но все-таки я буду там, где вы будете, родители. Если будете в Кыргызстане, молодец, я буду в Кыргызстане учиться. В Бишкеке, да? В Кыргызстане, да, в Бишкеке, и что-то делать для своей страны. Ну, это, наверное, счастье для каждого родителя. Да. Особенно если дочка хочет быть с родителями. Вообще, я хотел бы сказать всем нашим зрителям, друзья мои, если вы находитесь где-то за рубежом, берите опыта, зарабатывайте деньги, обменивайтесь культурой, но обязательно в конце возвращайтесь домой, потому что вы обязаны это все передать своим соседям, родственникам, детям,
чтобы мы быстрее, быстрее развивались и быстрее догнали эти вот исторические, вот я не зря это слово говорю, потому что на самом деле очень большая история у этих стран, цивилизация, так скажем, да, чтобы мы их догнали быстрее. Из этого не оставайтесь ни в коем случае за рубежом, нас и так мало. Я хочу добавить, что где бы мы ни были, но сердце всегда остается на нашей малой родине, Кыргызстан, и родина, мать всегда ждет, любит, и мы очень гордимся за всех наших зарубежных, за наших кыргызстанцев, которые живут сейчас или учатся за рубежом. Вот. Желаю вам также продолжать развиваться, учиться, работать, зарабатывать денег и набираться опыта. Спасибо большое, господин посол, что приняли нас сегодня в этот замечательный солнечный день, показали нам частичку вообще Кыргызстана здесь, в Австрии, в Вене. Это очень приятно, потому что, находясь в Европе какое-то время, ты заходишь в посольство, и здесь вот кусочек твоей земли, вот даже запах даже вот напоминает, если честно, у нас где-то в Кыргызстане. Кстати, в посольстве, находясь, мы уже на территории Кыргызстана. Это правильно, да, это правильно. Вот, тем не менее, вот я хотел бы отметить специально для наших зрителей, что господин посол с самого первого дня нам оказывает поддержку свою. Это любая поддержка в виде информации, внимания. То есть спасибо вам большое за это. Очень приятно, на самом деле, когда ты находишься за рубежом, что есть такие люди, которые просто вот могут тебе помочь. Я вам желаю успехов в вашем нелегком труде. И вот, пожалуйста, знайте наших героев за рубежом, вот какие они простые, очень великодушные люди, которые помогают просто нашим обычным гражданам. Господин посол Джусупов Бакыт Алиевич. Самат, Аида, вам тоже успехов, процветания вашему проекту. Вы очень многое делаете для страны, у вас очень много проектов. И я думаю, это тот пример и хорошей семьи, и хороших таких профессиональных вещей, которые вы делаете для страны. Вам удачи, успехов. Спасибо. И я надеюсь, мы еще все чаще и чаще будем встречаться. Не только в Вене, не только в Австрии. От господина посла Бакыта Алиевича. Смотрите, какие. Конфеточки, супер, классно. Это вообще, говорят, что это очень знаменитые конфеты здесь, в Австрии. Да-да-да, мы вот уже с ними сталкивались. Спасибо большое вам. Спасибо. Шумрахмат сізге. Шумрахмат. Мы в восторге! А какие шоколадки мы везем нашим деткам! Вообще, я хотел бы отметить, очень простой человек, мне кажется, вообще истинные дипломаты, они должны быть такими. Очень простые, немногословные, и просто вот от них просто остается приятное впечатление. Вот истинный посол, мне кажется. Было еще утро, и мы были в предвкушении нашего насыщенного дня в Вене. Первым делом мы решили посетить одно из интереснейших мест Вены – это парк Пратер. Пратер – венский парк развлечений, самый старый и известный аттракцион – колесо обозрения. Для любителей стремительных развлечений парк предлагает более 250 аттракционов. Друзья, как вы видите, начинаем мы наш день очень с интересной программы. И наша семья не могла не пропустить посещение этого замечательного, самого большого парка в Вене. Парк Пратер. Пойдемте. Парк расположился между Дунаем и Дунайским каналом, посетить который мечтают многие туристы. Расположившись в самом центре австрийской столицы, этот зеленый оазис уже несколько веков притягивает не только венцев, но и гостей, как благоустроенной зоной отдыха, так и ярмарочными площадями и парком развлечений. Дорогой телезритель, так как наши детки остались дома, но у меня есть большой ребеночек, который хочет покататься, я буду наблюдать. Да, билет стоит 4 евро, сейчас мы на себе испытаем, насколько это экстремально. Он на себе испытает. Я отказалась. Поехали!
История Пратера началась в 1162 году, когда территория Венского парка была подарена императором Фридрихом I дворянской семье с фамилией де Прато. Долгое время земля парка принадлежала частным лицам и использовалась для охоты. Друзья, вы знаете, вообще, может быть, со стороны выглядит это как бы, не очень страшно и так далее, но, наверное, слышали как я орал здесь. Очень опасно, когда ты в кепке и когда ты еще телефон вот так вот, с вытянутой рукой идешь, тебя и крутит постоянно. В общем, ощущения просто классные. Причем я хочу отметить, что аттракцион достаточно долгий, то есть длится около 2 минут. Так что всем советую. Парк развлечений Пратер считается старейшим в Европе. Уже в 17 веке на его территории начали появляться первые аттракционы. Сейчас Пратер – современный мир развлечений. Это и самая большая цепочная карусель в мире – Пратертурм, высота которой 117 метров, а скорость 60 км в час всего за 5 евро. Музей Мадам Тюссо, где посетители встретят императрицу Элизабет, Арнольда Шварценеггера, Густава Климта, Фалько и еще много мировых знаменитостей. Мам, а давай мои любимые макароны. Алия не только вкусно, но и полезно. Колесо обозрения заслуживает отдельного внимания. Их на территории парка 2 – новое и старое. Старым колесом обозрения горожане особенно гордятся, поскольку оно является самым старым в мире. Возведено колесо в 1897 году англичанином Вальтером Бассеттом. Высота его 65 метров. Оно стало символом Вены. 15 краснокабинок колеса напоминают небольшие вагончики, 6 из которых предназначены для празднования особых торжеств. Друзья, видимо, мы слишком рано приехали, здесь многие аттракционы закрыты, либо мало людей, я не знаю. Сейчас 10:30 утра, наверное, слишком рано, да. Аттракционы Bungee Jump, Turbo Boost, Space Shot Extreme и Ejection Seat взбудоражат своей экстремальной скоростью. Детям предлагаются интерактивная поездка к пингвинам и белым медведям Айсберг. Дикий осьминог катапультирует своих гостей с высоты 18 метров. Просто обалдеть, смотрите, этот аттракцион, он в виде рогатки, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, в общем, садятся 2 человека и просто их в воздух, либо наоборот, их поднимают и оттуда вниз опускают. А черная мамба крутит в воздухе желающих со скоростью 80 км в час. Кровь стынет от ужаса, когда попадаешь в пещеру зомби. Dark Ride и Insider, закрытые американские горки, гарантируют выброс адреналина. А водный аттракцион Aqua Gaudi в жару обдаст приятной прохладой. Ура! Наши любимые макароны Алия уже готовы. Давайте ужинать и смотреть One Travel. В общем, я скоро окажусь вон там вот. И я, если честно, иду в этот аттракцион только из-за того, что оттуда, мне кажется, будет просто потрясающий вид на Вену. Я в этом просто уверен. Я, наверное, как псих-одиночка катаюсь один здесь. Естественно, друзья, такие парки мы должны посещать вместе с детьми, но у нас, к сожалению, не получилось именно в эту страну приехать с детьми. Я за них тоже катаюсь. Просто обалдеть. Ой, какой ветер. Такой ветер, если обалдеть просто, а.
это 33 этажа, я не знаю, сколько это метров. Просто неописать. Слева, справа, я не знаю, вы меня слышите или нет, или ветер здесь вокруг. Это просто обалдеть. Столько времени находиться вот там очень далеко и просто любоваться всей этой красотой. На самом деле мне запретили снимать, но я небольшой кусочек отснял все-таки. Заряд положительных эмоций гарантируют и другие развлечения Пратера. Картинги, автодромы, ковер-самолет, батут и лабиринт, комната смеха, железная дорога в пещере, мини-гольф, игровые автоматы, цветочное колесо, горки, качели, тиры. В общей сложности мы пробыли в этом парке около 3 часов. Уставшие, но довольные, мы сейчас поедем перекусить, но об этом уже в следующей передаче. Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях, берегите себя. Пока-пока. Подождите меня! Разве вы можете Поспешай. А у меня вообще идея. Я сейчас хочу приехать к нам домой во двор. И прям уже горшки везде насажаться. Вот уже какой-то вклад. Да, Серьезно, скажи это на камеру. Не, на самом деле. Давай Мандерлайном, да? Очень получилось неудобно. Мы-то приехали ни с чем. Я сейчас даже не знаю. Уже ничего не повезло. Пожалуйста. Наша семья безумно любит... Да, заново. И мы не могли пропустить, не пропустить. Время можно сравнить с Джаргалчахом. В своем движении оно перемалывает все, а мы лишь пытаемся успеть собрать самое ценное. Время меняется, как и меняется сама жизнь, но сохраняется от поколения к поколению самое важное. То, что делает нас счастливыми, то, что во все времена было и всегда будет самым ценным. Алия. Теплота и забота в каждом доме.